И зрители, я автор ведущий канала Сергей Тихий. Мы сейчас находимся в гостях у нашей давней подписчицы, которая хотела давно со мной встретиться, но никак не получалось. Здравствуйте. Здравствуй, Сережа. Ну, сегодня у меня в гостях Сергей Тихий. Вы, наверное, многие его знаете. Это известный российского значения блогер. Вот, я очень рада этому, что он пришел сегодня ко мне в гости, и не один, а со своей спутницей жизни, с Викторией. Вот, и сегодня у меня такой счастливый день. Про Сергея хочу сказать, что мы с ним знакомы где-то полгода, да, если с той осени-то. Да, полгода. И это самое... Но я хочу сказать, что это очень хороший человек, очень порядочный, очень честный, смелый. И вообще вот как человек, он отзывчивый такой. Чтобы его, вот, например, связывало такого молодого человека, например, со мной, со старым человеком. Но несмотря на это, мы как-то общаемся очень хорошо. И когда он жил там у себя еще в Екатеринбурге, мы общались. И вот сейчас он переехал уже на постоянное место жительства в город Якутск. И чему мы, конечно, очень рады. Я говорю «мы», потому что не только я одна рада. Многие рады, и что он будет уже вот настоящим якутянином, потому что он приехал к своей любимой девушке, и его уже живет у нее. Так что мы, наверное, будем, дружить, наверное, будем. Я так думаю. И также я вспоминаю очень хорошим словом тюменского писателя, публициста, журналиста Егорова Виктора Алексеевича, простонародье Деда Мороза. Он сейчас в Тюмени у себя дома. Это очень хороший человек тоже. Он бывший, между прочим, бывший депутат Верховного Совета СССР, непростой человек. И очень добрым словом я вспоминаю Коношанова Игоря. Вот, тоже очень хороший парень, мужчина молодой, серьезный такой. Вообще очень... Вот эти люди очень хорошие. Многие, там еще молодых я знаю, но их меньше я знаю как-то. Вот сегодня Сереженька ко мне пришел, я этому очень рада. Он очень интересуется нашей республикой, народом Саха. И то, что сколько я знаю, я, конечно, ему там все освещала. И теперь я мечтаю, что наступит, наверное, уже недалеко лето, и тогда придет наш национальный праздник Новый год летом Исэх. И обязательно Сергей туда поедет, и будет, вот у него материала много будет там, что снимать. Он просто удивится, он попадет на такой праздник, прекрасный якутский праздник, который мы все любим, якуты, конечно, и вот в городе Усть-Хатынга, там вот будет этот праздник проводиться. Это просто десятками тысяч людей туда сразу приходят, и гости приезжают, иностранные гости, и гости, почетные гости из Москвы, вот эти всякие наши, даже из правительства приезжали. Вот, и это очень красивый праздник, и, по-моему, вот Сергей там будет все снимать, и потом все это выложит на YouTube. Вы все посмотрите. Это такая красота, это летом. Летом он еще не видел, какая Якутия у нас летом. Тебе еще надо, Сергей, будет съездить еще раз в этот Наренские столбы уже летом. Летом надо будет съездить. Вы были вот сейчас, но это сейчас пока зима.
Там ничего такого особенного нету, а летом там вообще красота. Вообще наша якутская природа очень красивая, я тебе скажу. Очень красиво. И эти аласы, когда проезжаешь, такая природа красивая. У нас смешанные леса. Там все деревья растут, вот какие есть. Ну, кроме вот дубов, ну, которые вот на западе растут, конечно, такие деревья не растут, но всякие вот березовые рощи, вот эти все, тайга, вот эта глухая такая темная тайга. В общем, сам все увидишь, и я думаю, что ты здесь проживешься. Народ-то здесь неплохой. И я тебе уже не раз говорила, Сереженька, что русский народ и якутский народ, они просто как братья. С какого года уже, который век мы дружим, потому что русские в то время революционеры, вот, которых послали в ссылку, политсыльные, они вот культурные люди, интеллигентные люди приехали и подняли нас, неграмотных, это якутов в то время-то, все бедняки такие были. И вот они нам дали свою, научили нас писать, говорить. Нас крестили, поэтому у нас у всех якутов, как ни странно, русские имена и русские фамилии. Как ни странно. Но правда, в последнее время вот появились уже четко некоторых стали называть мальчиков вот якутскими именами, девочек там, вот Сахаяна, там еще, вот, например, да, вот Элей, вот это все якутские имена. Мы все тут, как при советской власти, живем очень дружно в этом городе. У нас нет тут русские, якуты, там мы не делимся, мы все вместе, потому что мы уже тут все перемешались. И семьи у нас тоже интернациональные, у кого-то зятья русские, у кого-то невестки русские. И вот так мы все перемешались, и дети наши перемешались, непонятно уже какой мы национальности. Вот. И так хотелось бы дальше жить, конечно. Очень надеюсь я, что все-таки вот 20-й год будет переломный, и дальше как-то немножко восстановится вот наша страна. Мы поднимемся с колен. Я думаю так. Но не будет это сразу. Будет все-таки тяжеловато, но я думаю, все равно справедливость восторжествует. Я так думаю. Сергей, а ты? Я думаю, что да, тоже восторжествует справедливость. А вот здесь вот я проезжал, получается, возле цирка, там какой-то памятник стоит. Да, это памятник, там написано «Россия и Якутия». Этот памятник, там на лавочке сидит семья, мужчина русский и якуточка, женщина Саха, красавица Абакаяда, и их маленький сыночек посередине сидит. Это вот Семен Иванович Дешенев, где-то в 1640 каком-то году он, в общем, это великий северный такой путешественник был. И вот он здесь, в Якутии, вот он встретился с этой красавицей Абакаядой, они полюбили друг друга, родился у них сыночек. Но он путешественник был, поэтому он почти, конечно, дома там не сидел, он это самое везде путешествовал, и это самое, короче, получилось так, что она его не дождалась, и когда он приехал, ее уже в живых не было, жены его. То есть трагично закончилось. Довольно трагично кончилась эта любовь, но она как легенда, сейчас все равно все знают об этом. Вот здесь вот в Якутске очень много легенд разных. Да, очень много легенд. И якуты, они очень шаманские, вот шаманы есть, удаганки есть, женщины, да. Они вот по крови это все передается все равно, и мы придерживаемся вот этих своих правил якутских. Это мы поклоняемся огню, поклоняемся небу, поклоняемся солнцу, воздуху,
в воде поклоняемся. И у нас еще есть, вот мужчины у нас все охотники и кутыжи, рыбаки, охотники. У них этот бог охоты Баянай называется. Бог охоты. Вот, и мы поклоняемся, и мы всегда жгем, вот как можем, особенно вот кто живет в частных домах, даже здесь в городе, кто живет в улусах, деревнях, вот костры жгем, и там они алгысы, в основном это, ну, это, которые умеют, это не все умеют так вот, алгысы вот эти вот петь, таюк, вот это, если вот прислушаться, они вот поют, прославляют там свою республику, людей каких-то хороших. Когда вот у тебя день рождения был, Сергей, там пел этот Петр, по-моему, да? И он там бросал вот это, кумыс там заливал это. И я услышала, я не понимаю тоже, вот, потому что меня не научили, я не понимаю, вот, когда они вот это вот поют, вот эти алгысы, я только поняла слово «Сергей». Он там Сергей, что-то такое по-якутски. Ну, видимо, он тебе желал всего хорошего, там, что может еще пожелать, правда ведь, чтобы у тебя все было хорошо. Очень хорошо, что ты приехал. Когда вы осенью все уезжали, я увидела твое вот видео. Это где я, получается, в аэропорту уже был? В аэропорту я чуть не заплакала. У меня просто, ну, даже плакала я сидела, потому что особенно ты мне запомнился своим таким несчастным лицом. Да, у меня в тот момент очень грустное такое ты лицо. такой был грустный, тебе так, видимо, неохота было уезжать отсюда. И это самое. Остальные-то ребята-то все такие веселые, вроде, ну, домой едем, все такое. Один тихий Сергей, такой грустный, бедный мальчик. Прям аж глаза блестели, а он так еще так, ну, вроде как бы скрывает, но все равно я заметила. Ну и многие же заметили, потом под этим-то там много откликов таких было, что не плачь, Сергей, ну ты, может, когда-нибудь вернешься еще летом, может, на СЭХ приедешь, там они писали так. Ну вот это случилось. И, по-моему, Сергей действительно полюбил народ Саха. Мы люди такие, вроде бы как бы закрытые, мы какие-то холодные, северные люди. Мы сразу с распростертыми объятиями никогда не кидаемся незнакомым людям. Но если вот когда познакомимся, и мы никогда не ошибаемся в людях. Мы, например, я сразу вот распознаю, хороший человек или плохой человек. И когда вот человек, мы раскрываемся, мы уже любим этих людей до конца своей жизни. Вот. Так что я очень рада, что ты приехал, Сергей. И добро пожаловать. И как-нибудь здесь приживись, найди хорошую работу, познакомишься здесь со многими людьми, может, еще и друзья появятся. И так у тебя друзья здесь уже есть. Но дальше еще больше с людьми познакомишься. Вот, и тут природа такая красивая. Люди все хорошие. Город вообще наш очень хороший. Я люблю свой город. Очень люблю. Пусть он грязный, может быть, пусть он там много проблем действительно в городе у нас, но все равно наш город развивается, наш город растет, застраивается, красивеет, молодеет. Доброго вечера. Такое окончание видео будет с Тамарой Георгиевной. Конечно, я не планировал, что оно так закончится. Там очень длинное продолжение, где-то минут 30 видео должно быть. Но, увы, разработчики приложений накосорезили очень жестко так. Скачивают 4 приложения, и ни одно нормально не работает. Хотя до этого они очень хорошо даже работали. Даже покупая премиум версии, вам не гарантируется, что они будут классно работать и вполне благополучно вы будете монтировать. Оставляю видео отзыв для приложений Power Direct, KineMaster,
они очень криво работают. Я купил премиум версии, и фиг вам, они не работают. В чем заключается проблема? Одно из приложений — это Power Direct премиум версия. Открывая приложение, хочешь загрузить проект, он сначала загружается, туда все хорошо с ним, но по истечению какого-то времени возникает ошибка формата воспроизведения, и, блин, ты ничего с этим не можешь поделать. Сохраняешь полпроекта, то есть 50% сохраняется, и тут бамс, ошибка вылазит. Я описал службу поддержки, но результатов никакого не пронесло. Сейчас буду пробовать как-то восстановить проект. Столько сил потрачено было. Считай, что сутки с момента съемок прошло, и я с 9 утра до 8 вечера, сейчас 8 часов вечера, я пытаюсь смонтировать проект, но у меня ничего не получается. Вот как-то так вот получилось. Сразу можете писать в комментариях, что я рукожоп, и у меня ничего не получается. Я просто не знаю, как так-то. Я знаю выход из ситуации. Нужно купить ноутбук и, блин, на ноутбуке монтировать. С телефона это не то. Так что буду копить на ноутбук. Спасибо всем за понимание. Всем всего удачного. Удачного вечера. Спасибо, что со мной остаетесь. Я вас всех обожаю. Вы самые лучшие.